Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Петр Васильев. В республике вопросам образования, да и в целом развития молодежи уделяется большое внимание как со стороны главы региона Айсена Николаева, так и со стороны научного сообщества. Для большей вовлеченности в учебный процесс, а также расширения возможностей в части образования проводят различные мероприятия. И сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора по работе с регионами Российского общества знания Георгий Будный, с которым мы поговорим об образовании в целом, а также обсудим предстоящие события. Добрый вечер, Георгий Вячеславович. Добрый вечер. Ну, для начала я хочу узнать, как вас встретила Якутия, какие впечатления от столицы региона? Встретила отлично, погода невероятная, честно признаться. Я любитель минусовых температур, минус 15, минус 20, я себя чувствую комфортно, поэтому мне приятно здесь находиться. Ну и помимо всего происходящего, конечно же, люди, проживающие в республике, невероятно добрые и душевные, отзывчивые. Везде подскажут, везде помогут. Познакомился близко и с Северо-Восточным федеральным университетом, и уже даже посетил ряд экспозиций. Комнату, где представлены драгоценные металлы, и музей Мамонта. Ну, зашли с козырей, в общем. Да. Осталось только приехать зимой в минус 60 или в минус 50 градусов. Попробовать, да. Георгий Вячеславович, я все-таки предлагаю для начала озвучить, чем занимается Российское общество знания, и также его, в частности, региональное отделение, которое возглавляет глава региона Айсен Николаев. Да, конечно. Российское общество знания — это старейшая просветительская в Российской Федерации организация. Свое начало и историю она берет еще в далеком 1947 году, но в 2021 году претерпела перезагрузку в ходе послания своем Владимир Владимирович Путин отметил, что требуется перезапустить эту организацию на новой современной цифровой платформе, ориентированную прежде всего на молодежную аудиторию с применением максимально понятных молодежи форматов. И, собственно, с 2021 года Российское общество знания берет свою новую историю. Началось это весной 2021 года с марафона, с большого события, которое мы назвали «Новые знания». Спикерами этого мероприятия стали выдающиеся люди Российской Федерации из числа представителей государственной службы, государственной гражданской службы, медиа, предпринимательского сообщества, спортсменов, культуры, истории и многих других. И с тех пор мы активно развиваем просветительскую деятельность по всей территории Российской Федерации. Ну, и это не может не радовать. Георгий Вячеславович, я хочу напомнить и вам, и нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по телефону 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Ну вот, накануне состоялось заседание Напсовета регионального общества знания. Какие итоги, какие решения приняли? Да, это было первое заседание наблюдательного совета регионального отделения Республики Саха-Якутия под председательством главы республики. Первый вопрос, который мы рассматривали, мы подводили итоги работы за 2023 год. В июне-июле прошлого года также и в региональном отделении произошли преобразования. Был избран новый председатель регионального отделения, также был сформирован филиал, назначен директор, и свою активную деятельность Российское общество знания начало как раз-таки примерно со второго квартала 2023 года. Нужно было подвести некоторые итоги, посмотреть, где мы, может быть, не доработали, где мы, наоборот, нащупали ту почву, где, каким образом мы более активно и предметно можем развивать просветительскую деятельность. Ну и, конечно же, немаловажный вопрос, который обсуждался вчера на наблюдательном совете, это планы на 2024 год. Тут я, наверное, чуть-чуть небольшую ремарочку сделаю по наблюдательному совету. Это такой орган, не являющийся управляющим, но и очень важный, поскольку туда входят представители разных профессий. Это и возглавляет его губернатор, также туда входят и министры, и представители коммерческих компаний, и общественной палаты. И цель его главная такая координация, чтобы мы понимали
в какую сторону нам смотреть, в какую сторону нам развиваться, нам нужно понимание изнутри. И, соответственно, с помощью и благодаря участникам, членам наблюдательного совета мы формируем наши дальнейшие планы по развитию и конкретно на 2024 год. В ближайшее время планируем подписать соглашение между нашей организацией и правительством республики и уже подписать непосредственно, закрепить подписями совместный план действий на будущее. Ну, планы на этот год, насколько я понимаю, более чем масштабные. Несомненно, у нас всегда они масштабные. Мы стараемся делать не только все возможное от нас зависящее, но и чуть-чуть как бы перешагивать за лимиты нашего возможного, стараясь всегда быть на шаг амбициознее, чем, казалось бы, мы можем на самом деле. Особенно это актуально в Якутии, мы же все-таки самый креативный регион, значит, здесь нужны креативные шаги, и в том числе и такие планы на будущее. Полностью согласен. Георгий Вячеславович, у общества знания большое число различных интересных проектов. Это лекции, семинары, различные обучающие программы. Вот на ваш взгляд, какая из них наиболее популярна у тех, кто пользуется, собственно, этими? Ну, тут сложно сказать, у кого наиболее популярна. Палитра наших проектов и того, что может предложить российское общество знания, довольно-таки широкая. У нас есть проекты, которые могут удовлетворить вкус самого изысканного участника, самого изысканного заказчика, если мы говорим об аудитории. Ну, например, если есть любители кино, просветительского видеоконтента и предпочитает получать в целом информацию, используя источники и различные видеоресурсы, которые сейчас нам доступны, то у нас есть проект «Знание кино». Также, если есть люди, которые больше такому, может быть, традиционному искусству приверженные любители культуры, театральных постановок, то у нас есть просветительский проект, где мы обучаем, рассказываем о чем-то новом через театральные постановки. Поэтому вот именно так очень сложно именно сказать, какой из них, ну, может быть, там, любимый или наиболее рекомендуемый с моей стороны. Но если прям выделять какой-то, у нас есть два флагманских проекта. Это федеральный просветительский марафон «Знания первые». Это вот то, по сути, это продолжение вот этого мероприятия, с чего и началась обновленная история российского общества знания, когда на площадках марафона выступают лидеры, каждый в своей отрасли, каждый в своей организации. Это всегда участие первых лиц и прямой диалог. Если же нет возможности очно присутствовать на данном мероприятии, то они всегда проходят в режиме прямой трансляции, и точно так же, как у нас на прямом эфире, всегда есть возможность задать прямой вопрос посредством онлайн-сообщения, через чаты, телеграм-каналы, телефоны, все способы доступны. И второй проект — это просветительская премия, которая вручается один раз в год, и ее цель — отметить людей, которые горят просветительской деятельностью, проявляют самостоятельную инициативу, через нашу организацию проявляют инициативу, либо работают над проектами в других организациях, связанных с образованием, либо в любых других, скажем, назовем их так, гражданских социальных институтах. То есть, насколько я понимаю, региональная повестка, она все равно учитывается при заходе, допустим, в тот или иной регион. Вот вы упомянули просто проект «Знание кино». Я думаю, у нас в регионе он будет более чем популярный. Мы же в топ-3 по числу кино, которое производят в регионах. Или, допустим, на той же Камчатке, я думаю, будет популярное направление, если оно есть, знание экология. Или вот знание наука, которое недавно заработало, я насколько понимаю. Да, и знание наука, просто если мы начнем перечислять, то это, наверное, около 20 проектов, Да. и о каждом, если буду хотя бы по 2 минутки рассказывать, мы не уложимся в тайминге. Совершенно верно, всегда учитывается, и на то и нацелена работа и филиалов, и региональных отделений для того, чтобы понимать, что хочет местная молодежь, какие направления им наиболее интересны. Вот И какие вы угадали, направления? вот Камчатка — это экология. Здесь действительно популярна и наука, и кино, и мы дальше продолжим
дальнейшем развиваться. Но еще есть запрос, который как раз-таки я вчера услышал. У нас есть проект «Знание карьера», о карьерных перспективах, о знакомствах с компаниями, о карьерных треках внутри региона, и мы, конечно же, дадим ему старт и в республике. Ну вот давайте топ-3, какие проекты будут проходить у нас в республике. А, Хорошо. Это интеллектуальная игра, проект интеллектуальных игр «Знание игра», включающий игру «Что, где, когда». Проект «Знание лектор». К слову, в прошлом году один из лекторов республики стал победителем этого проекта, стал лучшим лектором страны, вошел в 50 лучших лекторов страны. И как раз-таки чуть расширю, чем топ-3, это знание кино, карьера и наука. Ну вот вы упомянули лекторов. Я уверен, что у общества знания большой список тех, кто, собственно, обучает следующее поколение. Как отбирают вот этих интересных и достойных людей? И кто из лекторов Якутии вам запал в душу больше всего? Есть несколько способов. Наша позиция то, что лектором общества знания может стать практически любой человек, обладающий знаниями, умеющий выступать публично и, конечно же, имеющий опыт в своей профессиональной деятельности. Для того, чтобы стать лектором общества знания, надо заполнить несложную анкету у нас на сайте и пройти ряд проверочных таких тестовых заданий. Собеседование, диалог и несколько пробных выступлений. Для тех, кто любит такой вот небольшой ажиотаж и азарт, у нас вот как раз есть знание лектор, это Лига лекторов, где через конкурсные испытания мы отбираем 50 лучших лекторов страны с торжественной церемонией награждения, своего рода там проходит. Это практически как ТЭФИ, очень почетно, интересно и даже, наверное, не побоюсь этого слова, в какой-то степени громко в средствах массовой информации. Выбирать, какой путь предстоит лектору, но в чем особенность именно пройти через Лигу лекторов. На каждом этапе лектора ждет небольшое обучение, потому что выступать это, с одной стороны, кажется просто. Вышел на сцену, подготовил презентацию, написал какой-то текст, возможно, даже его выучил заново, но тем не менее все равно есть моменты, как преподносить информацию, как правильно расставлять акценты, постановка голоса, то есть в целом сценическое мастерство и как это назовем так, навыки ораторского мастерства. И вот эти вот все навыки доступно, и обучение этим навыкам доступно на всем протяжении этого конкурса, и далее уже открываются возможность поехать в Центр знания МАШУК, находящийся у нас в городе Пятигорске, чтобы уже очно принять в одной из образовательных сессий непосредственно с лидерами, которые умеют и знают, как обучать говорить красиво. То есть не обязательно обладать какой-то медийностью, докторскими степенями. Главное быть экспертом в том, что ты делаешь. Совершенно верно, совершенно верно. Мы не ограничиваемся на людях из числа профессорско-преподавательского состава, из научного сообщества. Нам также интересны люди, которые вот непосредственно многие-многие годы занимаются своим любимым делом и являются в нем профессионалами. Георгий Вячеславович, мне вот что интересно. Образование ведь это процесс, который, он, так скажем, совершенствуется, видоизменяется вместе с самими учениками. Вот подходы, которые были, допустим, 10 лет назад в обучении, которые я еще сам лично помню, они же сейчас совсем другие. Вот какие бы вы могли отметить именно пути воспитания? Совершенно верно. То есть тут даже элементарно те темпы развития цифровых технологий, которые нам диктуют. Но неизменно остается одно, я перейду к ответу на этот вопрос. Это непосредственно живое выступление, когда аудитория и лектор, спикер находятся в одном пространстве, в одном помещении. Это позволяет чуть по-иному почувствовать и настроение аудитории, и их запрос, посмотреть в глаза, оценить реакцию, возможно, чуть-чуть сменить тактику своего выступления
и зажечь в их глазах огонь, интерес к той теме, на которой выступает лектор. Но очно выступить перед всеми желающими, конечно, невозможно, особенно если мы говорим о каких-то известных и именитых спикеров. И тут уже нам на помощь приходят и современные технологии, это и онлайн-трансляции, и записи материала, которые доступны в любое удобное время. Поэтому, комбинируя все, что сейчас предоставляет все лучшее, что сейчас предоставляет, и старые традиционные методы донесения информации, и новые, мы пытаемся удачно и максимально ловко лавировать для того, чтобы польза того, что мы делаем, оставалась максимальной. Говоря о лекторах республики, честно, вот тут вот я скажу то, что не хочется вот отдельно кого-то отмечать, потому что деятельность наша многогранная у нас, и наука, и технология, и естественные науки, и спектр тем, на которые мы ведем наши мероприятия, организовываем лекции, очень, очень широк. И среди лекторов это у нас в обществе знаний и в региональном отделении отмечен и глава республики, и его заместители, и представители различных министерств, и сами министры, члены Общественной палаты и законодательного собрания. И каждый является и экспертом, и профессионалом в своей профессиональной отрасли, и поэтому как-то вот сравнивать не очень бы хотелось бы, но мы дорожим каждому и благодарны каждому человеку, который по сути, по порыву собственной души, из благих социальных побуждений готов потратить часть своего свободного времени для принесения пользы и республике, и Российской Федерации, и, что самое главное, для работы с подрастающим поколением. Вот я, насколько понимаю, сами лекции общества, они доступны, так скажем, в живом, очном и в онлайн-форматах. Совершенно Правильно? верно, да. Вот хочу тогда поговорить об определенной проблеме. С 2020 года мы активно используем онлайн-форматы обучения. Как считаете, как специалист, какая одна главная проблема онлайна сегодняшнего обучения именно и какой главный плюс? Давайте с плюса. Плюс, конечно же, то, что это доступность, если, конечно же, позволяет и покрытие интернета, достаточно быстрый интернет. Ну и вот это вот, наверное, где-то является минус того, то, что нужно устойчивое соединение сетью интернет. Из таких пока глобальных минусов, наверное, можно отметить, еще не сформировалась до конца культура онлайн-обучения, онлайн-образования, и тут, вероятнее всего, влияет скорее на дисциплину, потому что, как кажется, когда человек сидит непосредственно в классе, в аудитории, он больше сконцентрирован на процессе, и не потому, что наша аудитория там, не может. Очень большое количество отвлекающих факторов, потому что дома одновременно в этой комнате может быть кто-то из родственников занимается каким-то другим делом и произвольно отвлекает. Из минусов я бы назвал бы, наверное, то, что вот этот фактор и то, что еще до конца не сформирована, да, культура именно онлайн-образования и каким образом ее правильно систематизировать и до конца организовать. А нет ощущения, что еще не все преподаватели, учителя, они как бы вот перешли в онлайн полностью? Но им комфортнее по старой закалке на доске мелом. Ну, действительно, и такое присутствует, и мы с своей стороны тоже не видим в этом ничего плохого, потому что нету каких-то прямых доказательств, какая из форм донесения информации на самом деле сейчас является лучшей. Все со временем меняется, и, конечно же, подходы и к образованию, и к просвещению тоже будут видоизменяться, от этого никуда не уйти, поэтому надо только придумать правила, сформировать еще раз эту самую культуру и понять до конца, какие сильные стороны мы можем усилить и как мы будем обходиться со слабыми сторонами онлайн-образования. У нас сегодня очень много посвящено теме образования. Все-таки главное событие, образовательное событие весны — это ЕГЭ, как бы мы от этого не уходили. Хочу вот о чем поговорить. Как считаете, можно ли самостоятельно подготовиться к экзамену?
Я специалист? думаю, честно, да, можно подготовиться самостоятельно. Если рассматривать систему образования, систему просвещения, то, конечно же, источником знаний могут являться и люди, и книги, и фильмы. То есть получать информацию мы можем из разного. С помощью преподавателей, лекторов, спикеров, в том числе и школьных, и спикеров общества знания, можно ее чуть-чуть как бы удобнее переварить, и узнать ее, каким образом правильно прикладывать. Но на самом деле, по моему личному, в том числе, убеждению, само образование происходит, когда человек занимается непосредственно сам. Я могу рассказать, как правильно делать сальто назад. Ну, этот человек, зная теоретическую часть, как правильно подпрыгнуть, в какой момент сгруппироваться, пока не проделает это упражнение сам несколько раз, именно физически, навряд ли с первого раза ему удастся. Как рассказать, он, конечно же, сможет. Как применить навыки, полученные на практике, конечно же, нет. И поэтому вся система образования целиком, ее задача и донести информацию, и показать, каким образом правильно ее применять. На примере даже, если там математики, как правильно решать примеры, но всех примеров и в школе тоже нельзя прорешать, если заниматься только там по 5 уроков в день, только математикой. Поэтому школа и любой институт образования дает понимание, каким образом думать, логически размышлять и каким образом улучшать и совершенствовать полученные знания уже самостоятельно. Исходя из этого, конечно же, да, можно подготовиться к ЕГЭ, к любому экзамену, зачету, если мы о высшей школе говорим, самостоятельно. А как считаете, оценка за экзамен — это всегда показатель знаний? Такой хитрый Интересный вопрос, да. вопрос. И да, и нет. Конечно же, нам при оценке знаний нужно какая-то рулетка, какая-то линейка, чтобы понять, и мы могли сравнивать. Да, бывают моменты, когда человек действительно знает ту тему, по которой он сдает экзамен, либо зачет в университете. Но бывает фактор то, что разнервничался, распереживался, и все какие-то там все, что он знал на зубок, как казалось бы, вдруг в моменте испарились. Ну, тут и есть и защитные механизмы этого предусмотрены, и возможность пересдать и улучшить результат. Но на 100% объективно ее, конечно же, назвать нельзя, потому что есть элементы жульничества, и бывают, и Личного я отношения. в том числе тоже грешен, готовя шпаргалки тоже. при подготовке к экзаменам. Но правила есть правила, они должны быть одинаковы для всех, и это одна из систем, которая может подтвердить либо опровергнуть, есть ли знание или нет. Хочу поговорить о очень важной теме сейчас. Это цифровая безопасность, точнее, цифровая гигиена. Сейчас в интернете очень-очень-очень много разного рода информации. Вот как уберечь ребенка или как самому ребенку, так скажем, не прочитать то, что читать не нужно? Ну, для начала, конечно же, если мы говорим о детях, это начинается с семьи. Конечно же, родители должны обладать навыками цифровой гигиены и понимать, что такое хорошо, что такое плохо, как бы забавно это ни звучало для взрослых людей. Сегодня информация, это такой ресурс, который и очень важный, и с одной стороны, и с другой стороны где-то даже легкодоступный, нежели это было, может быть, даже и 10, и 15, тем более 20 лет назад. То есть элементарно для того, чтобы что-то узнать, раньше надо было сходить в библиотеку, и существовали физические носители. Сейчас информацию, она не то чтобы на расстоянии вытянутой руки, она на расстоянии одного клика, либо тапа пальца в мобильном телефоне. Поэтому надо начать, конечно же, с культуры потребления информации, и мы как раз-таки занимаемся этим вопросом в том числе. Но тоже нет какой-то волшебной таблетки или волшебной инструкции, каким образом отличать плохую деструктивную информацию от достоверной и актуальной информации. И для того, чтобы вот именно уметь понимать, нужно воспитывать в себе в том числе критическое мышление.
И здесь тоже нет какой-то определенной таблетки или механики. Для того, чтобы обладать критическим мышлением и понимать, что такое хорошо, что такое плохо, как раз-таки и нужно и самообразовываться, и развиваться, и потреблять ту самую информацию. И тогда сформируются оба этих паттерна поведения, и будет уже легко определить, что такое хорошо, что такое плохо, и, конечно же, обучить подрастающее поколение осознанному потреблению информации. Но если уже об инструментах таких говорить, то сейчас уже и большинство интернет-провайдеров, и производителей программного обеспечения делают и детские версии, которые уже на программном уровне защищают подрастающее поколение от деструктивной и небезопасной информации в сети интернет. Конечно же, этим надо пользоваться. Если родители не умеют, то пока не поздно, конечно же, надо этому научиться и применять. Ну хорошо, ребенок поймет, что такое хорошо, а что такое плохо. Я думаю, ну, на данном этапе возрастного отрезка дети это быстро усваивают. Как быть взрослыми? Вот, допустим, на своем примере у меня уже взрослые родители, и я периодически от них такую цифровую негигиеничность наблюдаю, что и я не понимаю, как это объяснить, ну, что вот это вот, ну, ерунда полнейшая. Ну, тут, конечно же, надо уделять время и беседовать, в том числе, можно сказать, и наши лекции, наши мероприятия направлены на то, чтобы получать эту достоверную информацию. И когда мы знаем с точностью, что 2 плюс 2 — 4 или 2 × 2 = 4, и где-то нас будут очень сильно убеждать, применяя разные технологии, пусть даже нейролингвистическое программирование, то, что 2 × 2 = 5 или тем более 6, вот здесь вот мы и понимаем, человек, который обладает знаниями, который наделен знанием, в каком-то смысле является непобедимым человеком и имеет самые серьезные в этом мире защиту и бронежилет. Есть, не помню точную формулировку цитаты, но вот она гласит следующее: чтобы стать образованным человеком, эрудированным, нужно прочитать всего 4 книги. Но чтобы понять, какие это 4 книги, надо прочитать сотни книг, потому что нет ответа. Ну, то есть даже несмотря на тот вечный конфликт отцов и детей, все равно нужно находить подходы и как-то объяснять, что есть что есть, что Совершенно 2 верно. плюс 2 = 4, как вы сказали. Еще одно крупное событие — это 3-й форум Университета развития геостратегических территорий. Расскажите о своем участии в нем. Да, мне посчастливилось сегодня поучаствовать в 2 сессиях, одной из которых в 2 панельных дискуссиях. Первая, которая была, это вот как раз-таки о том, как формировать и какие методы работы для формирования у подрастающего поколения патриотического настроя, патриотических мероприятий, какие есть уже действенные практики, над чем стоит подумать. И второе — это вот как раз-таки о доверии и критическом мышлении. Доверие к информации, как ее вот различать и как научиться критически мыслить и различать, отделять черное от белого. А как научиться? Один лайфхак. Ну, читать как можно больше Сотню книг, потреблять не получится, то есть только через знания. Ну вот представьте себе то, что вот есть необитаемый остров, и там вот есть несколько людей, которые еще живут там вот как племя. Я думаю, то, что если им показать фокус с пальцем, то они поверят, что мы его действительно оторвали. От чего это происходит? Ну, наверное, в самом широком смысле от незнания, что вот можно произвести такой фокус. Поэтому чем больше будет у нас знаний, мы не говорим о том, что становиться академиками, кандидатами наук, докторами. Это в целом общий уровень образования. Конечно же, если сравнивать нынешнее поколение с поколениями, которые жили в 60-х, 70-х,
все имеет свое развитие, и на тот момент, может быть, объем информации, который надо обладать для того, чтобы иметь и критическое мышление, считаться эрудированным, образованным человеком, возможно, было меньше. Сейчас из-за того, что и информация стала более доступной, и ее можно действительно достать в несколько секунд, требования к этому увеличиваются, ну и ресурсы для этого и позволяют. Поэтому человек, который не развивается, стоит на месте, я бы даже сказал, в каком-то смысле, может быть, и наоборот, деградирует. Для того, чтобы тело, которое стоит ну, в состоянии покоя, не обладает энергией. Поэтому надо шагать вперед, тренировать не только физическую силу, но и ментальную, и духовную, и культурную, и, конечно же, мозг. В первую очередь. Георгий Вячеславович, мы с вами заговорили на такие очень высокие темы, давайте немножко еще пофилософствуем. Вот что сегодня нужно сделать для того, чтобы наше общество развивалось гармонично и при этом активно? Ну, прежде всего, вот сложно всегда, вот даже вот на форумах, чем я их люблю. Вот люди делятся на два типа. Те, которые ожидают то, что им сейчас расскажут, как правильно что делать и как надо жить, и те, которые вот думают то, что вот в дискуссии мы найдем правильное решение. Но есть множество разных способов, каким образом развиваться. Нельзя, конечно же, вот с головой уходить полностью в одно направление. Ведь просвещение, образование, как я и сказал, может происходить по-разному. Чтение книг, просмотр видеоконтента, посещение музеев, выставок, экспозиций, походы те же самые, какие-то научные, вот когда не походы, вот, научные кружки, в том числе. Да, научные кружки. И много-много разных способов. И чем более всесторонне развитый человек, тем более он подготовленный. Даже есть такое выражение, то, что чтобы отдохнуть, надо сменить род деятельности. Постоянно сменяя и находя что-то новое, открывая для себя что-то новое, приобретая новые навыки, мы можем и отдохнуть, и провести с пользой, и стать еще более сильнее во всех смыслах этого слова. Потому что, ну, действительно, наверное, не я первый это сказал, и, скорее всего, не я последний. Знание — это сила. Ну, а в приобретении знаний в том числе поможет, я уверен, и общество знания. Конечно, мы для этого и созданы, мы для этого и работаем. Ну, я напоследок тогда предлагаю обратиться к нашим зрителям с важным советом по просветительской деятельности. Ну, прежде всего, конечно же, наверное, их будет несколько. Первое — это действуйте. Ну, прокрастинация, конечно же, ни к чему хорошему не приведет. Время дела потихи час. Когда мы смотрим видеоконтент, используя всем известные социальные сети, мы можем, конечно же, провести время либо с пользой, либо время для потехи. Найдите баланс и научитесь и получать и развлекательный контент, или вообще через развлекательный контент получать какие-то знания. Второе, после действуйте, не бойтесь ошибаться. Если вы сделаете что-то неправильно, это на самом деле в каком-то смысле даже хорошо. Через тернии звезды можно прийти к величию, и не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому действовать, не бояться ошибаться. Ошибки — это ничего не значит, все можно исправить. Ну, я с вашими словами могу только согласиться. Спасибо, что пришли к нам в студию. Желаю вам успехов в этом большом и, ну, объективно нелегком, но очень интересном деле. Спасибо большое. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.